Можно к вам? Чего? Суслики. Зарина, там ботинканы ояттың ма, Зале? Зарина не привыкла так вставать к этому. Зарина. Меня уже как вам на работу все к 10 приезжаю, блин. Я привыкла так вставать. Привыкла, да? Кстати, Зарина начала со мной работать, да, и очень рано теперь начала просыпаться. Она стала, кстати, очень более ответственной. Очень ответственной. Подождите, даже засыпки там от этого слова ответственной стала Зарина Тигр. Вот что я хочу рассказать-то. Когда мы с Зариной 3 года назад познакомились, 3 года назад, да, Зарина, мы 4 года назад, когда мы с Зариной познакомились, да, дорогие друзья, она не была такой ответственной. Может, слишком молодая была или что. Могла проспать, трубку не взять, на сообщение не ответить, проигнорить, продинамить. А, кстати, это иногда тоже сейчас случается, но очень редко. Раньше часто случалось. А сейчас, да, вот она может рано встать. Чтобы рано встать, это было что-то из ряда вон выходящее. Понимаете, должно было случиться, чтобы Зарина вставала рано. И прикиньте, я в этом году заметила, когда вот Зарины начали опять сотрудничать, да, что она там рано начала вставать, когда был косты. Я ему, когда косты? За стульчиком. Альберту я так хасхрмал. Ну вот, короче, она стала более... опять мысль потеряла. Ее просто. Что я говорила? Более ответственной. Ну да, я мысль потеряла. Блин, что-то я говорила и мысль потеряла. Вот как вы стали такой более нежной? Кстати, Зарина говорит, это из-за того, что я похудела, стала более нежной. А я думаю, что это не так. Я думаю, знаете, из-за чего я стала более женственной? Из-за того, что я бросила спиртные напитки употреблять. Я только из-за этого думаю. Ну вот, вы более нежной стали, женственной, вот даже по отношению к Альбертовой, она совсем другая. Как вы с ним разговариваете, это тоже же видно, вообще это другая. Да? Может так, короче, позаигрывать и так, Альбертовой. Я заигрываю с Альбертом. Замечаю, да, голосовым, он, короче, типа, спасибо, ты Витрика, может, Что ли? раньше вы такого не делали. Ты тоже это заметила, Заля? Не знаю, Я заигрываю с папой. Но я очень сильно насчет эссе переживаю. Ой, я Заля, насчет эссе, вот кому тебе переживать точно не с твоим словарным запасом. Тьфу-тьфу-тьфу. У меня постоянно такая проблема, не то, что у меня количество слов не хватает, а то, что у меня слишком много есть что сказать, и в итоге у меня, короче, слишком много слов уходит. Пускай выходит лучше слишком много, чем ничего. Ну да. Ну, я в плане эссе. Мы с тобой купили вот эту Ну, я палетку. помню, да, это я помню. Ты меня научила ею пользоваться. Офигеть. Как губы красить, типа контур подводить, вот это все, это тоже ты меня научила. Офигеть. Первый этот смоки айс, вот это вот, типа с блесками, это тоже ты учила. Увидим, когда bilganim ekan. О, Не, она сейчас расчешется. Мальвина. Артка вот так вот Так наклонила. быстро Еще сильнее. накрутила ты, Зарина? Они через минут 10 приедут. Кто? Ну, папа и Зиры. Поэтому я сейчас быстренько соберусь. А, краситься не будешь? Она Нет. решила не краситься, потому что 4 часа сидеть, да. Скоро там распустить. На какие окна стали. Еще сильнее наклони. Какой ты молодец, Зарина. Вообще. Такая, ну да, я, да. Не, Зарина очень многие вещи знает. Вот в уходе там, в одежде. Мам, ничего. Даже я в 46 лет прислушиваюсь. Это все как раз таки потому, что у меня есть старшая сестра и... Да? Öğretmen мен көріп өстім шунымынарды, и поэтому ты как-то вот в голове. Сзади снять, когда показать сзади как? Не надо. Очень красиво. А да, писали? Да. Блин, сзади классно. Зеркало дай, посмотри, на ты в зеркало. Время? Да не надо, сказала же. Какой вредный вообще. Спасибо. Сзади красиво. Сзади красиво, ты прекрасно. Ну, сзади Да, сзади посмотреть. Сзади, да. иди нафиг. Давай, ты на зеркало посмотри, а сзади посмотри сзади. Давай сзади. Нет, ну ты сзади посмотри обязательно, Зая. Чего тут ухарилась так? А чё? Капец. Выветрится бухумды. Нельзя так много духариться, Итерга. Кто сказал, что нельзя? И чё, в капрошках пойдешь, ну? Какой мороз на зале.
Кутин тунгавитинде. Вообще не слушается. Всю зиму в капроновых колготках проходила. Вообще не знаю. Мы так не ходили. Мы на дискотеку только в капрошках ходили, а в школу мы в гамажах ходили. Ну-ка покажи. Вот Азалия в таком виде едет. Куда ты едешь, Аля? На Олимпиаду. На Олимпиаду. Прикиньте. Обалдеть. Ты на ученицу не похожа. Пока. Давай. Пока. Эй, Азалия, кутин тунгавитинде. Башинга повязкалар хатывалы. Какого черта повязкалар? Кимей, я не поняла. Давай, пока. Не пухай, не пира. Давай. Давай, пока. Сәлем, баймақтарға. Зилайыр, сибай, баймақ. Блин, Альберт алып бараман енді қапайтын. Что так легко оделась? Ну, тыңдамай, Аниса. Әйтіп тұрам, Усиге, білмейм я, поэтому Аниса вообще сейчас ничего не говорю, веришь, нет? Уже рукой махнула. Ну вот не слушается вообще. Айтсаң Усиген шай иришалер, шунан менің настроение аның түші, и лучше мен бірдем айтмайым, короче. Ладно, не пуха, не пира, рахмат тезге doğru етіп. Ем қайта. Байраман. Недей байрам? Вот всех интересует, как ваш муж реагирует на ваши изменения. Изменения во внешности, то, что вы похудели, то, что подтянули лицо. Как ему говорят? Что он говорит по этому поводу? Вот говори теперь, что ты говоришь. Только по-честному, Альберт. Ну, Вот как... по-честному, нормально говорю, что я говорю. Миша Пинник всегда нормально. А как я должен говорить? Ненормально? Нет, ну, хотя бы, не знаю, мне нравятся твои изменения. Ты стала красоткой, я не знаю, восхищаюсь, я не знаю. Или мне не нравится, Вот. наоборот. Чего? Все красиво, нормально. Вот я по-честному говорю. Красиво, нормально. Вот когда по-честному уже я сказал. Ну ты рад вообще, что я так изменилась? Или наоборот тебе нравилась прежняя Миляуша, пампушечка, веселушечка, пончик? Так и так. Ага, алдакса. Не удался, да? Алдакса. Ты врушка. Почему вру? Врешь? Потому что когда я была пухляшкой, ты мне говорил, что надо худеть. А ты не стал меня ревновать? Вот многие, кстати, этот вопрос тоже задают. Вы, говорит, похудели, похорошели, ваш, говорит, муж, наверное, сейчас очень сильно ревнует, говорит, вас. Ты не стал меня ревновать? Нет? Вот, я же говорю, ему вообще пофиг на самом деле. Он не ревнует меня абсолютно. Кстати, я тоже его не ревную. Но время от времени я проверяю и переписки просматриваю. А я не проверяю. А Альберт не проверяет, да. Верю. А я беру телефон и иногда просматриваю. Потому что, я же говорю, один раз заметила, что ему девчонки написывают. Мои подписчицы. И с тех пор я проверяю, а что? Потому что у меня печальный опыт был. Поэтому меня жизнь научила. Доверяй, да проверяй. Режиссер «Башкирская домохозяйка». Режиссер-постановщик. Эй. Мы, короче, тут будем с этими 3 сексуальными мужчинами будем снимать рекламные роли. Найхара, что я придумала? А если мы вдвоем это говорим? Давай. Можно. Не можно, а точно это червяк. Ладно. Альберт. Ну у тебя выбора нету. А, здесь у меня шорты есть. Зачем тебе шорты? Ты на улице будешь бегать. Ладно. Я думаю, может, с 2 сторон будете стоять, интересно же будет. Вам что не казалось, как бы этот, Чего не казалось? ну, типа, по-гейски. По-гейски? Почему? Наоборот, Это же прикольно. вы со мной же стоите. Ну да, в принципе. Почему как по-гейски наоборот? Типа я милфа, тут у меня на заднем фоне 2 молодых парня. Все же знают, что мне 46. И вот я стою, значит, чтобы там милфы. Типа, Вам 46? Я думал 30. один может стоит, позирует, а другой может в спальне сидеть, другой может уже в постели там какие-то акробатические действия там делать. Или разминается такой, типа, Разминается, может. нет, вот таз так типа такой разминает. такой. А, да, давай. Можно. Альберт, ты ничего? Не против же не имеешь? Нет? Если в спальне 2 молодых качка со мной будет. Нет, да? Вот видите, я же говорю, Альберт меня не ревнует. Ему вообще абсолютно пофиг, что его жена будет в спальне сниматься с 2 молодыми качками. Ух ты, нифига себе! Обалдеть! Я вот год почти качаюсь, я же, короче, после резекции желудка и сильно похудела. И у меня вот, видите, что, кожа как пошла. Вот сейчас что на животе походит. Ну, ее же подтягивать, я так понимаю, надо, да, потом? Вот. Угу. Но срезать все буду. Ну,
Качаюсь, пока вообще у меня какое-то тело дистрофическое, никак накачаться не могу. Ну, 2 раза только качаюсь. Ну, плотно, хорошо, да, прям? Да, вот сейчас как раз Аня, мой тренер, придет. А на протяжении какого времени занимаетесь? Уже год почти занимаюсь. Ну как год, 9 месяцев занимаюсь. Вот попу надо еще накачать. Как быстрее попу накачать? Научите-ка. Пару упражнений. Сейчас, девчонки, вот как раз мы воспользуемся такими красивыми тренерами, качками, которые нам покажут, как правильно накачивать попу. Как правильно, как быстро и правильно накачивать попу. Ну, вот присед, выпады нужно делать. И все, да? Ну, это самое основное. А что есть? Есть, но больше белка нужно есть. Если честно, я сам вот вообще, нет такого, что я там как-то правильно питаюсь, ПП, еще что-то. Вообще ем, что хочу, как хочу. У меня нет такого, что я набираю. Просто вот есть вес такой, стоит и все. Я только могу быстро похудеть, я в хоккей играю еще. Если я по хоккей поиграю, могу сразу в этот же день минус там 2-3 килограмма же скинуть. У меня быстро вода уходит, короче, от меня. Короче, играйте в хоккей, если хотите быстро похудеть. Короче, тут надо было мазать парней. Будем мазать парней маслом? Чтобы они Обязательно. блестящие были. Конечно. Абсолютно. Абсолютно. А масло есть? Да, все с собой. Ага. В любой момент. Не, правда? Нет, это масло. Ну, у нас оливковое масло есть. Или Подсолнечное подсолнечное. масло. Маст буду я буду Я вообще-то, это мой ролик, значит, я буду мазать маслом. Альберт вообще, и такой Альберт там сидит, смотрите. Ему вообще пофиг. Нет, ягод буду мазать. Грандиозная раздача подарков бренда легко начинается. Ты можешь вот сюда взять и у меня, чтобы вон там этот язык вот так болтался, Это можешь? монтаже сделай. Да, сделаешь так? Да. И так. Я говорю, с азаматом. И когда я так скажу, такой, что-нибудь попозировать надо, ладно? Да. И потом наилем и тоже попозировать, там красивую там фигуру показать. Такой. Вот в таких вот условиях будут съемки рекламного ролика нашей раздачи Булектер. А ты видели, Булектер будут вот так, что участвуете. Вот уже Наиль с Ларисой уже подготавливают Булектер. Тут каких только Булектер нету. Буран. Вот. Блин, как мы будем снимать? Боже мой. О! Даже Аня... Что здесь за заварушку у вас? Смотри, у нас какие красивые мужики, Аня. Ты же любишь красивых мужиков? Ой, блин, простите. Нет, не люблю. Как я любишь? Ух ты! Посмотрите, кто пришел. Аня пришла. Она у нас тоже будет сниматься в нашем рекламном ролике. Будет играть фитнес-тренера. Саму себя будет играть, да. Кстати, ты Альберта будешь соблазнять. Альберт! Ответственно. Ты задолбал из каменного трава, вообще не помогать. Ничего, карали много. Я не мешаю, Мируша. Бесей, мактишиктен кара утра, бляха, муха. Я не мешаю просто. Толстый котик. Зачем мне мешать? Толстый котик мой. Да, красная шапочка и толстый котик. И 2 красавца волка. Немножко разогреваемся, потому что на улице холодно. И немножко забиваемся, чтобы мышцы были немножко больше. Это лайфхак такой. Когда делаете красивые фотки, видео, да, немножко поджимайтесь, и потом грудь набухает, руки запухают. Смотрите, девочки, какие мальчики у нас снимаются. Раз-раз. Красавчики. Готово. Все работает. Салат тоже красавчик. Просто он еще и вы не видели его раздетым. Раз-раз. Красавчик. А вы видели? Вот, а вы что, разогреваться не будете, что ли? Вы чего это? Надо разогреваться, давайте посмотрим, как вы разогреваетесь. Мальчики, вы женатые? Нет, девочки, есть у вас? Да. Да? Ну я не жена, девушка есть. Девушки есть. Рубрики там шеф не будет. Давай, ты грозное лицо и говоришь «Чпукну!» Если контекст не знать, что здесь происходит, что интересно подумать людям. Подумать, что мы Фильмы для взрослых тут снимаем. 18+. Вон как красиво, 18 есть. Слава богу. Да. Видите? Тут, короче, порно-актрисы и порно-актеры собрались. А у меня опыт есть съемки. В смысле? Есть. Но не могу рассказать точно, что это, кто это. Так что опыт есть. В смысле? Его все-таки кто-то поймал. В смысле? Поработать пригласили. Снимать 18+.
Все, отработало, все? Правда, это где, в Уфе, что ли? Уфе. Гостиница. В гостинице. Только подробности не могу сказать. А то... Я подписал документ, я об этом не могу говорить. Подписал документ? Это давно было, но, видишь, я не могу раскрывать секреты. Ты снимал порнофильм? Да. Короче, Достар, это такой... такая тишина сразу такая, блин. А что такого? Это в Уфе снимать В Авито звонят и спрашивают, вы не против снять? У вас опыт был? Я говорю, у меня опыта не было. Но я готов, интересно. Мне было 23. Прикиньте, Достар, наш пушистый, этот Салават, который поет песенки про кроликов. Череда мин бахетле куян, хыялымды хызга хүйләп куям. Беленьких, да. Оказывается, порнофильмы снимает Достар. Прикиньте. Вот Тим... Талантливый человек Да. должен быть талантлив во всем. Да, в тихом омуте черти водятся. Вот так, вот так. И чё, сколько тебе заплатили за этот порнофильм? Тогда 15... Нет, 10 тысяч заплатили за 2 часа. Да? Но тогда это нормально типа было. И что там прям все на самом деле? Это... Ну да. Я через одежду просто. Господи, все, ладно, идите снимайте, блин. Офигеть. Наиль, ты ожидал, нет? А? Наиль, наверное, думает, куда я попал, ёпарасоте. Наиль с Азаматом, вот, наверное, когда снимаются с нами, они всегда этот прямо за голову держатся. Котелки у них сразу этот начинают, как там, варить или что До там. того, как работать с Милюшипай, у меня седины не было. Да? Вот сейчас седина появилась, начинает появляться. От того, что я вижу, от того, что слышу. А Ты у меня правда, тоже что будет, ли? да, получается? А? У меня тоже седина будет, да? По-любому лучше. А У тебя уже ничего не будет. Ты человек, который даже видел порнофильмы. Вживую. Как снимается. Не как снимается, а я Как снимал. Снимал, да. Сам лично снимал. Я в шоке, Салават, я в шоке. Да ладно. А вы знаете, Салават даже меня голый же видел. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Нет, Да, Салават? А зачем вы это рассказываете? А потом говорите, что я всем рассказываю. А ты за неделю рассказал. Я это мне ничего А не то рассказываю. за неделю сказал, я башкирскую домохозяйку видел уже голой. Сами подтолкнули, чтобы он это сказал. Нет, Да? нет. Эх, Эх ты, блин. да, а потом меня я вам. Увидите, я башкирскую домохозяйку видел уже голой тени. Ну так вот, друзья, один раз я, короче, отправила Салавату материал из бани, где я снимала танец свой в бане, да. Включила камеру и прямо голой ходила, готовилась к съемкам. Обматывалась полотенцем, мочалки вешала, тазик брала и так, и сяк. Короче, пока весь этот процесс снимала, я пока готовилась, забыла, что у меня камера включенная. Потом, короче, танец я свой в полотенце с мочалками сняла и сразу же отправила весь этот материал Салавату. Я говорю, смонтируй. Потом, короче, танец интересно смонтируй, сказала. Потом я, значит, выхожу из бани такая, думаю, дай-ка просмотрю, что там у меня вообще получилось-то по съемкам. Открываю, значит, файл, да, смотрю, а я там голая хожу, готовлюсь к съемкам. И вот это все я отправила Салавату. Представляете, вот так вот было. Так что Салават меня видел голый. Самая сложная игра попки тут. Так, готовы? Раз, два, три. Если поймаете меня, Идеально. Идеально? Оставляй? Ну, я так думаю, да. Все снимают попку. Все снимают попку. Наиль делает вид, что не смотрит. Альберт тоже типа не смотрит. Только Влад смотрит, да? Влад только прямо смотрел. Самый молодой 18-летний Влад смотрел. Смотрим? Давай смотрим. если поймаете меня, Давай, все, сейчас ты будешь бегать с Аней. Я в галошу, да? Ну ладно, в галошах, что? Я же колготки не взял. А? А ты в галошах приехал? Что ли? Да? Ну, ты же сказал, мне вообще здесь не нужен, я поэтому в галошу приехал. Оказался нужен. У тебя самая главная роль. Саня. О, бляха-муха! Слышала, что хочет он сделать? Господи.
Господи, что здесь происходит? Дождись, говорит, Дима, вместе поедете ты. Ой, Если надо блин. будет, позовете меня. Опыт есть. Слышали, да? Обалдеть, блин. Сейчас точно подумают, что мы фильм для взрослых тут снимаем. Нет, мы снимаем рекламный ролик для нашего бренда Легко. Да, ничего плохого не подумайте. Как зовут-то? Руслан. Уже чай пьем, имена не знаем даже. Руслан, вот. Это крышку мы сожрали. Это называется бәліштің түбі. По-башкирски понимаете? Да, я татарин. Ну вот тем более. Бәліштің түбін будете кушать. Вот спортсмен. Все башкир татары. Он тоже В татарин. смысле? Влад тоже татарин? Нет, а что ты взял, что он башкирин, Влад? Беда, башкиртар Влад ваш, что ли? Я татарин. Нет, чего ты взял? Булат? Нет? Да, я Булат еще. Не, Булат. Господи, я думаю, с чего он взял? Нет, меня слышит Булат. Спортсменов будем угощать жирным бәлішем. Салат. Ага. Да, рахмат. Все одни спортсмены жирный бәліш будут кушать. Башкирская пицца. Только я не знаю, согрелся он, нет? Согрелся, нет? Кому нет, могу отдельно погреть. Нет, они слишком. Вот тебе сколько? Сколько лет? 18? 18? Мне даже стыдно с тобой в ролике сниматься, блин, в постельной сцене сейчас. Я тебе, мама скажет, маме твоей сколько лет? Вообще не пытаю. Она моложе. Моложе? Господи, как стыдно. Даже мать моложе. Даже мать моложе. Сколько твоей бабушки лет? Хочу еще выпускать весеннюю коллекцию каких-нибудь своих костюмчиков, одежды. Я думала, бомберы буду выпускать. Но парни вот Азамат с Наилем, они, конечно, против. Они говорят, невыгодно одежду продавать, Милёша Пай. Очень, говорят, много кто продает одежду и скидки огромные делает, и из-за этого невыгодно. Сейчас же вот магазины одежды тоже очень страдают из-за того, что на ВП намного дешевле, и не только на ВП, и сейчас же вот эти всякие оптовики появились, которые вот в группе вступают, несколько людей закупаются с Китая, можно оттуда закупаться, у них намного дешевле, чем на ВП, и из-за этого вот невыгодно вообще торговать одеждой. Наверное, я больше не буду выпускать свою линейку одежды, хотя какая у меня линейка одежды, если так подумать? Картошку выкинула. Нет, не брала. Зачем? Потому что у нас Ты что, будешь один этот? Там лука нету, Дарина, что ты делаешь? Ванила как-то. Там сама Скоро начнется хейтить блогеров. Почему вы едите на камеру? Ураза идет. я шулай была. Капец. Хватит показывать, как вы жрете, как вы пьете, как вы еду готовите. Вообще-то ураза идет, а вы там жрете. И что теперь в этом да нет? Ты что ли? А Заря, попробуешь? Нет, я так объелась, мне аж плохо уже. Вот меня тоже плохо, но мне бы ашаем все равно. Ну, в отличие от тебя, я мест не пью, мама. Давай, амес ашаях ташан торт ашаем. Давай шайтаях. И сейчас нас вообще захейтит. Урана вахатында көстеп ашайдар. Не переживайте, еще есть. Мен когда выкладывать буду, уже ураза барган болса во все. Я еще как раз не ела. В самом разгаре будет. Ну, вчера, сходила на шопинг. И если мы всю жизнь просто влезала в размер XS, то сейчас мы в XS не влезаем. И Бим поняла, что все это из-за вас произошло. Потому что мы постоянно ашаем. Я обещала себе больше у вас не кушать, но мы там в итоге ашапти утром. Мне у кульмактарга даже колдарам хайманы, прикиньте, как это было обидно. Блин, чтобы XS ултра, это вообще просто... Обидно, да? Это вообще... Обидно? Нет, как бы я за вас рада, но не от всей души. Ну, даже колдарам, прикиньте, Ты хайманы. толстушка. Она взяла бы свою обувь. Что? Короче, мы привезли с Ларисой обувь на химчистку. Прикиньте, есть обувь в химчистке, между прочим, вот кто не знал. Которую обувь вы не можете сами в домашних условиях отмыть, можете тоже вот сдавать в химчистку. Вообще, обувь-то тогда пиралят. Представляете, мы? Которые грязь вообще не можете отмыть. Знаете, не выкидывайте обувь. Даже, знаете, вот обувь, который старый такой обувь же есть, уже такой как будто изношенный, да, но хорошая, брендовая, качественная обувь. Люди, оказывается, такую обувь таскают на химчистку. И они
прямо такой вид придает, как новый совершенно становится. Представляете, ма? Вот. Это как называется он? Снэк фреш, что ли? Сняк фреш, что ли? Это он? Нет, вообще, мы правильно пришли. Здрасте. А я обувь принесла. Хорошо. Почистите, нет? Конечно, мы нас курьер был, зачем сами приходили? В смысле? Отправлять. Курьером можно было отправить, что Конечно, ли? бесплатно по всей России. Ваша! Біз мында еще гортқа келіп жатады, что обувь-то үйретіп алып келіп. Какого черта? А чего не сказали? Еще По лучше. телефону. Вот у вас тут 2 пары, надо было 3 положить, она бесплатно почистилась бы. Ладно, принесете в течение 2 месяцев. Ваши подписчики. Лариса, давай снимай. Пакет оденешь, чтобы ноги не выпали. А я сейчас вот это сниму, ваше, блин. Ёпарасоте, блин. Ну-ка еще раз озвучите, что бесплатно забирает. Бесплатно забираем. Каждая 3-я пара бесплатную чистку делает. Это покраска, ремонт. Видите, да, вот. Даже задники. красят тут так, представляете? Вот Порванные смотрите. задники были, вот Смотри, обновили. смотрите, какая обувь была и какая стала. Вы еще прям так ремонтируете, что ли? Конечно, это как новый становится. Офигеть. Экономия хорошая. Вот видите, да, вот обувь принесли, уставшую, вот мы покрасили ее. Вот Здесь у меня уставшую как раз покрасили. уставшая обувь. Когда меня обувь тапки Вот здесь. тыгает. Вот сейчас я вам покажу твою обувь. Не. Это, вот это соли. Да. Это ни в коем случае нельзя трогать в домашних условиях. Я, потому что короче, надо Валберс там заказала, которые сказали, что этот, вот это все очистит. Нифига подобного. Мен ышкыным, хиптердем. И вот видите, у вас не смотрите. ушла соль. Это все выводится в районе там, 12-18 часов. Постоянно, то есть это быстро не происходит. Но мы его выводим, и краска чуть-чуть только уходит. Потом делаем с жировкой, там натуральным жир наносим. И после этого обувь как новая Мне становится. так нужной. жалко, они такие хорошенькие, они натуральные, потому что мех и все натуральное здесь. Поэтому, доктор, лучше на Вайлдберс вот это, которые пишут, что Немекелю вот этот угин, как это, замшевый, этот побрызгал и в домашних условиях очистите, нифига. Минь заказала. И только испортила, и хуже сделала. Кто-то пытается еще уксусом в домашних условиях почистить, но вообще прям просто портят, потом приносят, и мы такие, нет, эту обувь уже не спасти, мы выкидываем. Да? Но большинство, 99% мы можем спасти. Там, Вот это почистить, спасите, покрасить. пожалуйста, он уже кричит, Всё спасите, спасите меня. Гуччи сдают, да, то есть Дольче Габбана. Ишеттіңізме? Байдар! Мына почему вы думаете, Байдар қайватлы обувь алып елдар бойы киелер? Алар акасы мына онда химчисткаға алып келіп сдаватталар да. Весь тадартып үпір яңа итеп істеп берелер да, и мына рахатланып киіп жүреді. Потом в конце мы гидрофобом обрабатываем от водоталчей пропитки, чтобы грязь не липла, и можно было долго носить, и она не портилась. То есть, вот, если не обрабатывать, все, выкидывать. Если обрабатывать грязную обувь, то он грязь запечатывает, все, уже не вычистить. Поэтому надо сначала нормально вычистить специальными средствами. Я больше замш не буду брать, один черт беру замш, и у меня вот такая вот фигня. Это что у вас это уже ждут? Это все готовая обувь, да, вот, то есть вот обувь. Да, В смысле, я не производит. поняла, что сумки тоже приносят? Сумки тоже делаем, урез сумок, очень такая популярная услуга, то есть... Как вот, это? Ну, смотрите, видите, вот этот кант, это все мы сделали. То есть он был изношен, то есть, ну вот примерно вот так, то есть он еще хуже был, то есть он так вот так отцепляется. Мы ее специальным средством, там, по-моему, в районе 6 дней длится вот этот кант обрабатывается, но стоит всего лишь 2000 рублей. Это что, брендовая сумка, поэтому сдали? Это, да, это Michael Kors. Дорогая сумка. Господи, не баштары, параграли. Луи Виттон были, да, забрали. Покажи-ка Луи Виттон. Нет, Сейчас, да? где Забрали, должны да? быть, да. Блин, я в жизни не трогала Луи Виттон, дайте потрогаю хоть. Был Майкл Кантин, Michael Kors. Майкл Корс, хотя бы, New Balance часто приносят к нам, да. Чего? New Balance. New Balance. Нифига сколько обуви, блин, бандам накладывать. Товар Да. упаковать тут банда. Вот Адидасы тоже вот детские приносят. Да? Да, вот. Супер старый, супер старый, сейчас супер старый обувь приносят. Так называется? Суперстар. Эй, супер старый! Господи. Старая, это суперзвезда. Вообще лох, бляха-муха. Мы пользуемся Яндекс.Маркетом. Ага. То есть мы там все оформляем, клиент обувь просто берет, даже без пакета приносит, там коробку все выдается, они В складывают. смысле, Москве не верили, что Да, ли? очень много сдают, да. То есть мы сюда привозим, это все за наш счет, все почистили и обратно тоже бесплатно доставка. Ну, конечно, Москве такая услуга, наверное, дорого стоит, поэтому Ну, Уфага у них верят. стоит в среднем где-то в районе там 5-6 тысяч. Вот у нас такая же чистка с таким же качеством 2-2,5 тысячи рублей стоит. Поэтому как бы, ну, выгодно. И плюс еще каждая третья бесплатная, поэтому сразу Каждая дают, там, на третья 50-60 обувь тысяч бесплатно, так отправляют. что, доктор, Так что- сразу же үзіз обувін халып береді. Мен хама лаханут сейтіп қоймаған. Но мен я довезу, Лариса, отправлю Ларисе. Ремонт Я тоже... каблуков,
Да, Ремонт тоже каблуков. делаем. Да, задники ремонтируем. Я вот тоже. это отправлю, потому что вон он тоже есть уже. Здесь вот опасно чистить дома, потому что вот эти вот черные штучки, они вот сюда переходят потихоньку, и потом этот некрасиво становится. Мы ее тоже очень аккуратно пытаемся ее вычистить, потому что... Они, вот эти конечно, черные не, штуки мигрируют. не брендовые, но почистительные. Ну, они мигрируют прям, вот эта черная штучка. Да? Батас, мында немекей, краскалар тура, карагда. Здесь, да, колер-салон. Здесь мы Обалдеть. делаем подборку цветов, специальные средства. То Ага. есть это там вот крем для замши. Это вот покрывной крем, когда там вот белым цветом замшу проникающий не получается красить. Вот специальный Ага. крем вот есть для этого. Ага. Потом защитный слой делаем. Офигеть, Вот здесь прикольненько. зона чистки. Ага. Зона чистка, здесь Вот здесь чистите, да? специальные средства. Компания Ранга. Это вот у них все сертификаты есть для того, чтобы использовать. как бы, Антисоль написано, да. смотрите. Антисоль, шампунь. Шампунь. Карагдали. Шампунь для кожи, замши, текстиля, для мебельной кожи, очиститель для кожи. Прикольно. Да, это у нас вот машины какие-то рули и все остальное приносят тоже Да? в очистку, да, там. Даже машинные рули, говорит, приносят. Астагфирулла. Бұл кімнің хатағы ұшу қадарым дур басырақ мына. Даже... Это обувь сотрудника. Эй, не басай! Тұтып алған түйші. Вот, Қарағыдалі сумка напкигандар, Луи Виттон. тоже мы красим кожаные куртки. Кожаные куртки тоже Да, красите. вчера вот клиент сдал, она была потертая, краска ушедшая, вот видите, да? Ага. Как заводской, вот мы покрасили, все вот аккуратненько. Прикольно. Здесь хранится обувь, здесь Қара, производится мынаны чистка. поход делал, красить кәдімгі аппақ болып тұрады. Здесь, да, покраска по коже была, видите, вот эти вот вещи. Вот. Еще эта обувь не доделана, она вот обработана предварительно. И вот сейчас покрашена, потом сверху еще раз обработать, еще раз покрасят, чтобы краска не слетела. Тихонечко подошву тоже покрасили, но это по просьбе клиента. Обычно вы не красите подошву. Почему у вас обувь пахнет и воняет? Потому что если вы, например, начинаете сушить батареи, у вас отклеивается, туда проникает вода, и вода плюс ноги начинает микроорганизм развиваться, и потом вонять начинает. Все. Придется только обратно все выкинуть изнутри, проклеить, и после этого новую стельку поставить. Тогда, может быть, перестанет. Но, скорее всего, у вас мембрана треснутая будет, и прям нормально надо проклеить. Красота, я постоянно на И батарее это прям ставлю. основная причина, потому что вы батареи сушите, поэтому ноги воняют. Куй-ты. Вот. А вы не замечаете это? А я думаю, Начинает что пахнуть. постоянно у Альберта ноги воняют? Батареи нельзя сушить. Все ясно теперь. Давай, снимай обувь, не развалилась. Я жду, когда они мне снимут. Третья в подарок, Тинлярви, давай снимай сразу, Мы воспользуйся. на скеле, у них же доставка бесплатная, а доставила вас я. Поэтому А. они мне за доставку сейчас снимут это. Парням пирог оставить. Что-то мне их жалко стало. Обычно мужики всегда голодные же. Это я опять, Алмаз. На, сей Сергей. Чтобы менің обувьті тап-таза етіп тазартып А, что қойыңдаршы. такое? Пирог? Вкусный, Сергей. Да. Чтобы обувім тап-таза болған. Хорошо. Хорошо.